Центр управления полетом продолжает прием и обработку телеметрической информации, поступающей с борта автоматической межпланетной станции. Внимание 6, 7, 8, 12. Минутная готовность. 12 прием. 7 прием. Звезды, они такие разные. Одни блистают на сцене, кто-то ярко светит в своей повседневной жизни, но есть те, которые считаются далекими, недосягаемыми, будоражащими воображение и заставляющие мечтать. И практически каждый из нас мечтает дотронуться до звезды. Поправки по азимуту минус 2 минуты 40 секунд, по углу места минус 2 минуты 50 секунд, угол места объекта 52 градуса. Принято. В горах Осетии звезды настолько близко, что кажется, стоит только протянуть руку, и вот она, у тебя на ладошке. Внимание. Пошла картинка. Альтаир, Сириус, Капелла, Арктур, Кастор. Их так много, что даже ученые не могут сосчитать их все. Целое море. Но среди волн космических морей есть одна, самая яркая – утренняя Венера. Этот человек женат на Венере уже несколько десятилетий. Этакий космический союз, построенный на взаимной любви. Этот союз, кстати, дал настолько хорошие результаты, что благодаря им вот уже много лет ученые всего мира продолжают раскрывать тайны сердца Венеры и других планет Солнечной системы. А все благодаря ему, обычному человеку с Земли Руслану Комаеву. Пока я в Москве был, пришла мне идея, что надо сделать настоящий луноход в масштабе 1 к 1, действующую модель, которой бы дети нашей республики садились за пульт управления и управляли большим луноходом. Вот сейчас я делаю как раз элементы конструкции. В данном случае это называется радиоизотопный источник питания, который обогревал луноход во время путешествия по Луне. А сейчас идет процесс, вот надо сильфоном мне прикрутить сюда, для этого надо просверлить отверстие, а потом закрепить. Вот как классик говорит, так рождаются шедевры. Комаев Руслан Владимирович, космический конструктор. Родился 20 июня 1947 года в селе Нагир. С 1974 года на разных должностях работал на заводе имени Лавочкина. Под его руководством и при непосредственном участии созданы сотни космических аппаратов. Более 200 из них вышли в космос. Под руководством и личной инициативе Руслана Комаева разработан, сконструирован и испытан полноразмерный действующий макет марсохода. За активное участие в создании образцов новой техники в 1982 году Комаеву и его помощникам присуждена Государственная премия СССР. Я практически за свою жизнь мало ходил в отпуска, в выходные все на работе пропадал. Не потому, что там меня заставляли, а потому, что это было интересно. Ты идешь и делаешь интересную работу, которая по душе тебе. Как у нас часто шутят, ты идешь на любимую работу, а тебе еще деньги дают за это. Поэтому и были достижения в космосе. Там 90% было таких людей, отчаянных, любящих свою работу.
потому что иначе такую технику, которая садится на Венеру, аппарат сам все делает, бурит, в условиях 100 атмосфер, 500 градусов, аппарат там 2 часа работает в автоматическом режиме, это же надо что-то придумать, какие же мозги надо было вложить туда, чтобы это происходило. Это происходило. Второй, вы подстроили антенну? Вторую антенну настроил. Внимание. Протяжка. Есть протяжка. Радиосигналы с Венеры пришли на Землю. Я все время шучу, я говорю, что американцы делали свои луноходы, свои марсоходы фирма «Боинг», а я все детали беру с рынка «Привоз», город Владикавказ. И вот это все оттуда, но вы потом увидите, когда будет первый пуск лунохода, и он не отличит настоящий луноход от того, который мы здесь делаем. Вот такая задача, мы ее решаем потихонечку. Сережа! Сергей! Это я, видишь, что придумал. Эти уже соединилось, загнул их, продырявил и, видишь, вот так его вот прорезал и вот загнул. Отлично. Да, вот. Давай подложи сюда эту вот проставку, вот где она, вот она. Это мы сейчас собираем привод антенны. На луноходе есть антенна, которая должна быть направлена на Землю для того, чтобы мы могли управлять луноходом. В экипаже лунохода был один член экипажа, который занимался тем, что он направлял антенну лунохода на Землю. И вот это делалось это с помощью этого привода. Возьми, Сережа, вот эту, вот она там, которая, да, вот. И с Сережей мы сейчас собираем вот этот макет. Вот он очень, можно чертеж посмотреть, он. А это будет вот сверху вот так будет, и вот это будет наклоняться вот с помощью привода, вот это будет направляться на Землю, и наземная станция будет сигнал принимать от него. Вот. Поэтому вот мы с Сережей собрали вот это, один трубочки, Сережа, вот это вот сбоку, вот сюда, вот это. Вот. Таким образом, вот видите, делается в полевых условиях вот такой этот луноход. Колеса будут 8 штук таких. Привода я уже привез из Москвы, так что все. А здесь будем все остальное собирать. Вот Сережа очень много сделал для того, чтобы это было. У него золотые руки, голова работает так, как надо. Так, это вот туда, в этот. В советское время практически каждый школьник мечтал стать космонавтом. Однако были и те, кто хотел не летать, а давать крылья. Мощные, сильные, доносящие до небес. Один из них – 12-летний мальчик из маленького астинского села Ногир. Осознание своей мечты пришло рано. И именно стремление к высоким целям давало силы преодолевать любые препятствия. Каждый день Руслан пешком добирался до Владикавказа, где в парке Жуковского находилась станция юных техников и кружок авиамоделирования. Эта же дорога довела его до научно-производственного объединения имени Лавочкина, где Руслан Владимирович проработал несколько десятилетий, от механика до заместителя генерального директора одной из главных артерий космического организма. Научно-производственное объединение имени Лавочкина. Ведущее предприятие ракетно-космической промышленности, проводящее работы по проектированию, изготовлению, испытанию и комплексной отработке ключевых автоматических космических аппаратов для фундаментальных научных исследований. Это сейчас дорога в небо кажется легкой и быстрой. Это сейчас мифы о жизни на Марсе, Луне и Венере кажутся осуществимыми. Достижения ученых разных стран дают уверенность в возможности космического путешествия. А тогда, в 60-е, 70-е, даже 80-е годы прошлого столетия, ученые только делали робкие шаги в космических просторах.
«Гагаринская «Поехали» прозвучала 12 апреля 1961 года. Но лишь спустя 20 лет, по космическим меркам это мгновение, человек смог не просто полететь в космос, а ходить, осваивать, экспериментировать, знакомиться лично с нашей галактикой. В 1986 году впервые в истории были получены более 70 снимков ядра кометы Галлея, информация о пылевой обстановке внутри кометы, характеристиках плазмы, измерен темп испарения льдов и другие данные. Почти 14 стран участвовал в этом проекте. Удивительно, что мы его в работу запустили в 1981-м, а в 1984-м надо уже улетать. Значит, надо было провести все испытания. Отстрел будет произведен на счет 3. Начиная отсчет. 1, 2, 3. Не было, в общем-то, права на ошибку, потому что публично на весь мир это работа. Сложность была потому, что комета Галлея летит к Земле раз в 75 лет. Надо было идти с огромной скоростью. И была назначена дата свидания 8 марта 1986 года. Комета Галлея. Яркая короткопериодическая комета, возвращающаяся к Солнцу каждые 75-76 лет. Единственная короткопериодическая комета, хорошо видимая невооруженным глазом. Во время появления в 1986 году она стала первой кометой, исследованной с помощью космических аппаратов, в том числе советскими аппаратами Вега-1 и Вега-2. 5 секунд до старта. Старт. Есть контакт подъема. 10 секунд. Полет нормальный. 20 секунд. Двигатель ракеты-носителя работает на номинальном режиме тяги. Был проект очень грандиозный. Надо было комету встретить, сесть на Венеру, вот посадочное устройство посадить. Еще в атмосфере Венеры надо было запустить аэростатные зонды, которые должны были надуться, потому что ученым было интересно, как вращается вот циркуляция атмосферы. И все эти три задачи, и один аппарат, и второй удачно все решили. Это вот один из самых выдающихся проектов, который горжусь. Вега – советские автоматические межпланетные станции, предназначенные для изучения Венеры и кометы Галлея. Успешно выполнили свои программы полета, в частности, впервые провели изучение венерианской атмосферы с помощью аэростатов. В конструировании научных приборов и обслуживающих их систем участвовали ученые 9 стран. 12 человек были награждены Госпремией СССР в 1986 году. Среди них Руслан Комаев. Вот это называется обтекатель. Вот наша каюта находится. Здесь 2 члена экипажа. И вот таким образом мы уже вышли в открытый космос. Команду мы получили с тобой, что летим к Венере. Мы сейчас приближаемся к планете и потом совершим там посадку. Там жарковато, 500 градусов всего-навсего. Вот, и 100 атмосфер. Здесь 1 атмосфера, а там 500 давит на человека. А в это время переговорное устройство командирует. Ты докладываешь, что летим, вошли в атмосферу, снижаемся и скоро сядем. Теплозащита наша в норме, потому что нам надо выдержать 500 градусов. Вот. И все, сели на Венеру. Все. Значит, это вот данные вот нашей каюты. Когда мы летим в Венеры, нам надо знать, какая температура. Там 500 градусов, а внутри у нас должна сохраниться вот обычная температура 25 градусов. Состав атмосферы там же вакуум. Поэтому, а здесь должна быть специальная среда, создается именно вот соотношение азота, кислорода, она должна быть. И давление должно быть 1 атмосфера. Мы всю жизнь занимались тем, что делали космические аппараты, которые исследовали Венеру. И исследовали очень удачно.
Они впервые в мире совершили мягкую посадку на Венеру, наши аппараты. Впервые в мире мы оттуда передали фотографии. Сперва черно-белые, потом цветные фотографии. Потом еще мы делали буровое устройство, которое бурило поверхность. И впервые в мире мы с Венеры получили анализ грунта. Это, представьте, все в автоматическом режиме. Ее трудно любить, потому что 100 атмосфер, а здесь 1 атмосфера, а там давит это все, еще 500 градусов. В таких адских условиях там наш аппарат, который мы делали, это Венера-13, он работал, рекорд у нас 2 часа 10 минут. И последние аппараты, которые мы делали, Венера-15 и Венера-16, они делали радиолокацию Венеры, потому что никто не знал, какие горы, там, какие возвышенности, какие впадины. И вот эти наши 2 аппарата впервые в мире провели радиолокацию Венеры, и мы составили карту поверхности Венеры северного полушария. Самые высокие горы на Венере оказались 10,5 километров и обнаружили кратер 100 на 100. Такой огромный кратер. Это вот тоже делали наши аппараты. К сожалению, в космической отрасли сейчас кризис кадров. Я даже не могу объяснить, чем это вызвано. Тут я иногда думаю о том, что когда мы приходили, нам давали общежитие, потом проходило 10 лет, нам давали комнату, потом, когда мы женились, выдавали квартиру. И над нами не висел вот этот социальный вопрос, да, что надо бороться еще помимо того, что ты работаешь, надо, а сейчас как? Сейчас молодой специалист приходит, никто ему ничего не дает, ему надо жениться. В Москве такая маломальская, такая стоящая квартира, это стоит порядка 250 тысяч долларов, да? Где молодому парню эти деньги взять? И сегодня приходят к нам 3 года работают, мы их учим работать, и потом они уходят, кто в банк, кто в коммерческую структуру, там повыше зарплата. Главное жизненное кредо Руслана Владимировича – делать добро. Не за ответную благодарность, не за взаимную выгоду, а просто так, искренне и от души. Так жили его родители. Такие ценности он с детства видел в своей семье. Мы жили небогато, жили в селе, но я с детства помню бесконечное количество гостей со всей республики, которые к нам приезжали, и они всегда уходили с чем-то. Я всегда поражался, как отец находит такие возможности. Кому-то мешок муки, кому-то зерно, кому-то картошку. Никто с пустыми руками от нас не уходил. Более того, отец воспитал 4 племянников, детей своих братьев. Помимо того, что он их выучил, вырастил, он им построил дома. И помимо этого он не пил. Я пил пиво Остинское, напиток мой любимый, а он и это не пил. Я всегда поражался, самые мероприятия в селе Нагир всегда руководил он. Каким-то чудом ему удавалось обходить наши законы, когда тебе говорят, а ты почему не пьешь? И это меня тоже поражало. Во время войны в армию его не забрали, потому что у него желудок болел, и в армию не взяли. И он был в одно время председателем колхоза и собрал свои личные средства. Я только недавно, от него я не слышал, а недавно мне рассказали, что он собрал 25 тысяч рублей, сдал их на постройку самолета. В такой семье, с таким отцом я рос и воспитывался. И он всегда считал, когда его в школу звали, он всегда говорил, тебе надо учиться, что я пойду. Тебе надо учиться, ты и учись. Нас было 5 в семье. Я посмотрел за сестрами, они старше учились, чего они там, умножение, там это, что там. И таким образом мы выросли. До сих пор я Бога благодарю, что вырос в этой семье, пример старших. И самые прекрасные отношения с сестрами.
Я всю жизнь в стройотрядах, ученические бригады были. Вот представьте себе, август месяц, жара 28 градусов, конопля. Тебе надо раздеться, жарко, а на тебе падают вот эти семена вот конопли, все чешется, прошу прощения. И вот в таких условиях мы приучены были к труду. Удивительно, я в школе учился. По всем предметам я был отличник. И меня удивляет до сих пор, как я мог любить зоологию, как я мог любить биологию, ботанику. Всеядный был. Первое, что я хотел, суворовцем быть. Потому что мне нравилась красивая форма. И мне казалось, вот ты сейчас пройдешь в этой форме по Нагиру, и все упадут, что у нас есть суворовец, да, вот такой. Это первое, вот то, что. А потом летчиков. 2-й, 3-й класс. А уже в 5 классе уже какое-то сознание пришло, что надо заниматься авиацией. Я помню, написал сочинение «Хочу быть авиаконструктором» на осетинском языке в 5 классе. Но так как мне отец не разрешил поехать в авиационную, пришлось в ГМИ поступать. И я как-то приехал, зашел в учительскую, в дальнем углу сидит Душитхан Харитоновна, Хадарцева, до сих пор помню. Она говорит, ну как наш авиаконструктор дела-то? И первый человек, которому я сказал о том, что я вот приказ о зачислении в Московский авиационный институт 16 сентября 1970 года приехал в школу и показал, я говорю, видите, вот... 200 космических аппаратов ушли в полет. К ним надо еще было сделать наземные машины. В данном случае вы видите колесо лунохода. Вот такие колеса, надо их сделать 8 штук. Вот это будет настоящее колесо. Это колесо проходило испытания в то время, когда луноход настоящий улетел. До этого надо было провести испытания, как он ходит. Для этого надо было еще на Земле сделать такие же, как улетели, 3 машины, мы их называем. Одну надо нагрузкам подвергнуть, другим надо испытать в условиях космического холода, жары. А еще один аппарат надо все электрические связи, программу отработать. Поэтому минимум 3 машины. А был случай, Венера мы когда делали, было 28 фрагментов, которые мы испытывали. Вот 28. Вместо 3 машин мы делали 28. Так что вот это вот колесо проходило в свое время испытания. И должен сказать, что главным конструктором вот этого лунохода был Кимурджан, который родился в городе Владикавказе. Мало кто о нем знает. И я думаю, что придет время, мы всем расскажем про него. Он выдающийся человек, который сделал эти впервые в мире транспортное средство, которое ходило по Луне. Мать долго не знала, чем я занимаюсь. И я очень долго не решался, как же ей сказать об этом. Все-таки она должна знать, чем ребенок занимается. Ну, как-то в один из приездов сидим у печки, она приготовила пироги, потом сидим, разговариваем. Ну, я думал, это вот то время, когда надо бы вот сейчас... Ну, я ей сказал, так вот я занимаюсь такими-то. Она же вскочила и сказала, как же так, как же это, вот. Ну, потом все успокоилось. Но она всегда, я на всю жизнь запомнил, она всегда говорила, лучше бы ты был здесь и был хорошим трактористом, чем ты там занимаешься космическими делами. Но ее можешь понять, для чего сына растили, да? Для того, чтобы на старости, но я очень благодарен сестрам, которые вместо меня отдали родителям то, что должны дети отдать своим родителям. Все, температура у нас 25 градусов по Цельсию. Так, содержание кислорода 21%, не меняется, 22%. И давление у нас... 1 атмосфера. Я думаю, что в жизни огромное счастье быть чистым внутри. Я не говорю, что я безгрешен, да, но всю жизнь меня воспитывали и дома. Был пример родителей, и на работе также. Потом я рано стал начальником, и ты на виду у всех. Все наблюдают, все знают, что он собой представляет, что он может, и ты не имеешь права
неправильно действовать, потому что у тебя должен быть авторитет. На лавочке наработала 12 тысяч, и никто не мог меня упрекнуться, что раз Руслан Ильич сказал, что он не сделал этого. Я всегда был очень высокого мнения об Осетии, и, находясь в Москве, я всегда старался и понимал, что ты представляешь маленькую республику среди этого очень интеллигентного, интеллектуального коллектива, и эти люди должны узнать, что есть такие люди, которые чего-то стоят, и они способны на что-то. Вот поэтому я всегда за собой чувствовал, что ты представитель маленькой, но гордой республики. Там стоит макет посадочного устройства, внизу на котором приземляется, мы его называем шпангоутом. Я-то всегда понимал, какой аппарат полетит куда, потому что я их изготавливал, испытывал вместе с коллективом. И вечером, как-то я пришел, и внутри нацарапал ИР. Титановый, достаточно сложно было это сделать, очень крепкий материал, и внутри я написал ИР. Пусть там знают на Венере, там хотя 500 градусов, но пусть знают, что есть такая маленькая республика с гордыми и очень хорошими людьми. Я горжусь тем, что родился в Осетии, потому что мне очень много это дало в жизни. И надеюсь, что во мне что-то есть положительное, и считаю, что все, что положительное, я вынес отсюда. Дотянуться до звезд. Тяжело ли это? Нелегко. Но ведь и путь к звездам лежит через тернии. По словам Руслана Владимировича, если есть цель, то можно преодолеть многое. А откуда черпает силы наш герой? Космос. Космос по-прежнему его вдохновение и любовь. А еще люди, которые рядом. И каждому из них он готов отдать часть себя, частицу души, знаний, подарить улыбку и без устали, с удовольствием и горящими глазами рассказывать о своем любимом детище и осуществленной мечте – школе космонавтики, первой и единственной на Северном Кавказе. Это мой второй, нет, даже первый дом, шутит Руслан Комаев, и в нем все должно быть прекрасно, вплоть до маленького винтика. Двери планетария никогда не закрыты. Он готов каждому провести экскурсию и рассказать о безграничных просторах и далеких галактиках. У меня давно была мечта сделать школу космонавтики. Я в Москве 15 лет пробиваю вот эту школу космонавтики. Куда я только не ходил, в Госдуму. Нигде не нашел поддержки. Глава республики, был у меня юбилей, награждал медалью во славу Осетии. И я с ним поделился. Я говорю: Вячеслав Николаевич, давай мы для детей республики что-то сделаем. А он сразу: а что? Ну, я ему изложил 7 предложений. Первое – это восстановить планетарий, организовать школу космонавтики, организовать кванториум, студенческий спутник, школьный спутник и интерактивный музей. Это вот моя программа состояла из этого. И, как вы видите, уже 2 пункта этой программы уже выполнены. А прошло всего 3 года. Планетарий и школа космонавтики. Но она оказалась немножко сложнее, чем первый пункт. Но, видите, мы все-таки одолели это дело тоже. Это же делает честь руководителю, что он в этом увидел что-то такое, которое надо в республике сделать. Я воспитывался в селе, но нас сюда привозили. Потом донимал учителя астрономии. Что же находится за галактикой? Что дальше? Где конечный пункт? Мы с ним говорили и о том, что есть такой Сириус, замечательный детский лагерь в Сочи, куда со всей страны собираются самые лучшие победители Олимпиад. Поэтому мы так по-тихому говорили с ним: Вячеслав Николаевич, давай мы сделаем Сириус в республике. У нас есть кванториум, есть у нас уже планетарий, есть школа космонавтики, будет футбол. А там не только искусство, там хоккей, там шахматы, там художники, чего только нет. Дети далеких сел будут приобщаться кто к искусству, к футболу, к науке.
И он даже, когда в Сочи были выставки продукции Осетии, он даже встречался с директором «Сириуса» и приглашал ее сюда. Я всегда чувствовал его поддержку, но я старался максимально его разгрузить. А когда уже невозможно было обойтись, я всегда ему писал записки, обозначал проблему, предлагал, какие пути решения, и мы дальше двигались. И вот такой сложился у нас замечательный дуэт, когда он не сомневался в том, что Руслан Владимирович не подведет, раз он взялся, он сделает. Он верил в меня, так же, как я в него верил, и понимал, что он рядом. Более того, он все время заезжал сюда, смотрел состояние дел. И вот так мы общими усилиями вдвоем завершили достойно, на мой взгляд, вот эту работу. 80% средств, которые затрачены были вот на это его личные средства. Вот это тоже надо понимать. Здесь вот, когда мы летим к Венере, траектория показывается, вот здесь очень красиво Венера двигается, и показывается, как летит наша ракета. Мы стараемся делать, чтобы их заинтересовать. Посеем какие-то семена в душах осетин, ребят наших, чтобы они пошли в авиационный институт Бауманское, а, по-моему, лучше всего физтех. Для меня уровень образования – это МГУ и физтех. А в Московском государственном университете тоже открыли космический факультет. Но Анжелика уже села на Луну, Остинская Армстронга, которая… Как впечатление у тебя? Просто замечательно, у меня просто нет слов. Я видела настоящую Луну и побывала на космическом корабле. Мне очень понравилось. И поуправляла даже. Да, обязательно. Видишь, какой тесноте они работали. Это вообще было… А что, они одевали систему жизнеобеспечения вот эти коричневые на себе. И вдвоем они даже были это все одеть, потом выйти, потом зайти, создать. В общем, выдающиеся люди, эти космонавты, астронавты. Была действительно хорошая физическая подготовка. И моральная. Это ж какие нервы надо иметь. Вот когда ты помощи взять неоткуда, ты садишься и не знаешь, ты вернешься оттуда или не вернешься. Так что это были выдающиеся люди. Да. Все, кто приходили сюда, все спрашивали, а что ты заработаешь, а что ты с этого иметь будешь? Никто даже представить не мог, что для меня смешно даже было слушать. Ну, я не отвечал на эти вопросы, потому что каждому объяснять, что у тебя есть какие-то мысли о том, что это для детей, что надо постараться. Вот сейчас мне многие говорят, давай мы тебя устроим на работу. Говорю, нет, эту работу я должен делать честно, чисто, безвозмездно, потому что это для детей. А что может быть святее, чем эти дети, для них делать это? Вот поэтому вот я из этого исхожу. И во мне это сидит внутри, я не могу позволить себе зарабатывать деньги здесь, ну, это смешно даже, вот когда делаешь такое дело, что есть какие-то мысли, а как бы я там заработал что-нибудь-то. Ну, это вот моя философия, мой подход к тому, что я делал здесь. 3 года жизни, да, вот все это вот делалось, и видите, какой результат. Потому что ты любишь это дело, тебе доставляет удовольствие, ты это сделаешь для детей Осетии. Я знаю, с какой радостью они придут сюда. Для них это большое событие. Когда думаешь об этом, тогда не думаешь о себе. Мне уже немало годов, да, и, в общем-то, работать тоже непросто. Но абсолютно все спрашивают, как твое здоровье. Первый вопрос, когда заходят, как твое здоровье. Какое здоровье? Надо тут радиационный источник изотопный делать, а ты мне про здоровье спрашиваешь. Чему можно посвятить себя, это заработать деньги и раздать бедным. И, может, часть отдать науку, чтобы сделать какие-то марсоходы, какие-то, не плести с хвосте от космических достижений, а что-то сделать того, чтобы набрать умных ребят, которые бы строили лучше аппараты, чем американцы, чем китайцы. Полжизни я потратил на это. Он во многом первый. Комаев – это самый первый беспилотный аппарат, севший на Луну. Самый первый аппарат, совершивший мягкую посадку на Венере и Марсе. Это первый в мире луноход. Комаев – когда-то маленькая загоревшаяся звездочка среди больших созвездий. Но время шло, и спустя десятилетия эта звезда наполнилась знаниями, силой.
опытом и стала яркой и недосягаемой, как его любимая Венера, самая первая и яркая на небосклоне. Есть плеяда людей, которые должны думать о человечестве. Нельзя потерять человеческую жизнь. Часто спрашивают, зачем нам это надо? Вообще вот лететь туда, лучше жизнь наладить, эти деньги потратить на то, чтобы на Земле лучше жили. Но ученый мир всегда отличался тем, что они смотрели вперед всегда. Вот представьте, ситуация, летит какая-то огромная космическая частица, которая, не дай бог, врежется в Землю. Поэтому ученые думают найти запасной аэродром. Потому что ведь до сих пор мы не можем понять, одиноки мы во всей Вселенной или есть наши собратья, может, в другом виде. Поэтому человеческая жизнь очень ценна. Венера – это прошлое Земли или будущее. Марс – это тоже прошлое и будущее. Поэтому надо исследовать все планеты. Но к этому готовиться надо, для этого надо развивать космос. Может, какой-нибудь астинский мальчик появится и скажет, я знаю, куда надо лететь, я обнаружил планету, схожую с Землей, и мы полетим туда. Для этого мы делаем, чтобы какой-то мальчик астинский появился, и не один, а много их было, чтобы